Итак, Башкортостан – республика, чья власть формируется ее гражданами. Каждый гражданин Башкортостана имеет право голоса на выборах в Госсобрании Курултай. Это нижняя палата парламента, которая будет утверждать правительство Башкортостана, так и палату кантонов. Это верхняя палата парламента, представляющая избранную власть кантонов. Как в голосовании по одномандатным округам, так и в голосовании по избирательным спискам партий или коалиции. Президент Башкортостана выбирается на совместном заседании двух палат национального собрания. То есть парламент меняет название, у него будет национальное собрание, которое будет состоять из двух палат. Нижняя палата – это Госсобрание Курултай, верхняя палата – это палата кантонов. Отдельную систему составят органы, призванные гарантировать конституционный строй республики, включая Конституционный суд страны. Здесь, наверное, понятно, да, то есть, что Конституционный суд будет отдельной ветвью власти, которая будет не подчинена никому, независимо. Высшим органом власти республики, формирующим ее исполнительную и судебную власть, будет двухпалатный парламент, национальное собрание, так мы его назвали. Нижняя палата парламента – Госсобрание Курултай, верхняя палата парламента – это палата кантонов. Законы Башкортостана принимаются в Нижней палате Госсобрания Курултай, вступают в силу после подписания президента. Госсобрание Курултай состоит из депутатов, избираемых по одномандатным округам, из депутатов партий коалиции. Я уже в первом выпуске тоже сказал о том, что в будущем независимом Башкортостане все федеральные партии сегодняшние будут запрещены. То есть осуждены даже будут такие партии, как Коммунистическая партия, сегодняшние и партии Единая Россия. Вот. И в будущем независимом Башкортостане будут действовать только республиканские партии. Они могут быть разные, разного направления. Это могут быть либеральные партии, это могут быть консервативные партии, это могут быть национальные партии, это могут быть религиозные партии, это могут быть зеленые, это могут быть социалисты и так далее. Левые, правые, какие угодно. Главное, чтобы эта партия набрала 5% барьер и прошла в Госсобрании Курултай. Дальше. Правительство Башкортостана. Башкортостаном руководит его правительство. Кандидатура главы правительства вносится. Вот здесь я не согласен. Короче, когда он в тот раз, да, на том эфире тоже он что-то говорил, я его должен был обсуждать, насчет партии. Партияларны, он говорил, что там будет какая-то русская партия. Какого-то района, допустим, где скажу. А я скажу о том, что партия Руслана вообще перелнейшая. Какой там партия, да? Руслана партия тут фессада был мастатейш, он, да. О каком речь идет партии русских? Вот это я не могу понять. О, белые цветочки такие кудрявые. Нинди буларга может инде нәрсеке у Руслана партии. Меня поражает иногда Габбасова. Короче, я думаю, он засланный, короче. Кремлебот какой-то. У меня такое чувство. Потому что her vakit üzerine işinde Rusların yokluğu. У Руслана Йохлы нет, он потом начинает его защищать, он прав, туда-сюда, где прав, когда он про русский что-то говорит, где он прав, когда у Руслана, как говорится, которые нас сейчас гнобят, в армию отправляют всех нахрен, получается, это нормально, точнее, это ненормально, а в то же время внутри это нормально. Понимаете? Вы сами уличные люди, понимаете? Поэтому вот от этого двухстандартного, так скажем, цивильного, так скажем, положения, я считаю, нужно, как-то вот минимум избавляться. Почему? Потому что жизнь лицемерие, да ведь? Ничего к хорошему не приведет, потому что лицемерная жизнь это вот это и есть то, что сен бір кулыңна айтасың, что урыслардан біз құтылырға тиіспіз, независим болуға тиіспіз, а в тот же момент айтасың, что жоқ, урысларға біз бүтін әйбірні дадим, они будут такими, и у них еще будет у них парламент, будет у них
точнее, вот это, как это, депутаты будут у них, блин, свои, по районам. Ну, какие-то вот реально какие-то странные люди. Да, вот я так считаю, короче. Ну, это полнейший абсурдный идиотизм. Абсурдный идиотизм того, что у Русларга вы даете какие-то поблажки того, что им что-то в данный момент нельзя, уничтожить надо нам Путина, ну а потом мы его им дадим как бы добро внутри. Нахрена? Вы вот меньше нормами Донбасса bilan aytamiz, ko'p yil bilan men kelishdim, ko'p yillar kelishdim bilan, потому что у aytgan so'zlari странные он. Во. Видите, как открывается уже? Магнолии. Магнолии. Я считаю, что если мы топим за независимость Башкортостана с Татарстаном, то вот эти действия, которые у него там, какие-то, как Ашапова, у нас есть тоже правительство в изгнании, правительством он стал сразу таким в изгнании, который в жизни даже в правительстве не был. И вот этого, ну, непостижимый халярин, то, что Габбасов в своих мемуарах пишет, как говорится, мечтатель. Поэтому я считаю, что у Русларга бірнелдей крайне ошылырға тиіс бірнелдей. Мына раз и навсегда должны запомнить каждый башкирт и татар. Оларга пощады не должно быть. Поймите одну вещь. Не должно быть пощады. Если не будет пощады, значит лучше вообще не возиться этим, так скажем, делом. Если ты не можешь ответить своему положению, да ведь, цветочки, положению, как говорится, что ты топишь за независимость и в тот же момент даешь одной рукой, типа, воруешь, левой, допустим, или там правой, а одной рукой, получается, помогаешь. Воруешь, помогаешь. И как можно понимать вот это? Там, одной рукой ты убиваешь, а другой оставляешь. Ну, шунок нормально. Поэтому это факт. Я против этого всего идиотизма, который он говорит. Идем дальше. Я слушаю. Мало говорит нам песни. Президент и утверждается Госсобранием Курултай. Нижний палате. Левые, правые, какие угодно. Главное, чтобы эта партия набрала 5% барьер и прошла Госсобрание Курултай. Дальше. Правительство Башкортостана. Башкортостаном владеет его правительство. Кандидатура главы правительства вносится президентом и утверждается Госсобранием Курултай, то есть Нижней палаты. После чего он назначает исполняющих обязанности министров. Верхняя палата парламента, палата кантонов утверждает министров в должности. То есть глава правительства назначает исполняющих обязанности министров, а уже их утвердить в должности должна Верхняя палата парламента, палата кантонов. Госсобрание Курултай